И не только крымские татары. И мы сотрудничаем с различными организациями такого русскоязычного плана. У нас есть хорошие дружеские отношения с общественными структурами России, с государственными структурами. Мы очень занимаем активную позицию. Именно активность, она должна помогать нам всем, каждому из вас и нам всем в целом решать наши все вопросы. За что мы всегда выступали и говорили? Исходя из того, что мы все живем на одной земле, люди разных национальностей. У каждого человека должны быть равные права, но не только. Должны быть равные возможности, чтобы эти права решать. И нужна равная ответственность за то, что ты делаешь. То есть каждый из нас, независимо от того, кто он, что он, большой, маленький человек, простой или сложный, он должен иметь равные права, равные возможности и равную обязанность. Это главное для того, чтобы мы жили мирно на этой и нормально развивались на этой земле. Вот что я еще хотел сказать. Если теперь говорить о крымско-татарском народе, то смотрите, я для чего сейчас буду говорить это, я потом скажу. Значит, за время пребывания в Украине, Украина выделила 1 миллиард 200 миллионов гривен на наше обустройство. Да? Сколько досталось обустройству, мы сейчас не будем говорить, сколько разворовали, сколько ушло, сколько откатов было, сколько вернулось налогами и так далее. Я хочу сказать другое, что мы получили за 25 лет 1 миллиард 200 миллионов гривен, но сами привезли сюда, 300-400 тысяч крымских татар, которые вернулись в Крым, они привезли сюда, мы считали, это ученые наши считали, 3 миллиарда долларов своим имуществом, своим здоровьем, своей работой. То, что мы здесь покупали, дома, нам никто не строил, то, что мы все делали сами. Сумма даже несопоставима. То есть мы сами привезли сюда гораздо больше, чем нам дали. Это раз. Если бы у всех крымских татар за это время, за которое я говорю, налоги оставляли бы крымским татарам, которые каждый из нас платит, то это было бы ровно столько, сколько Украина заплатила нам для того, чтобы нас обустроить. То есть мы фактически своими же деньгами, своими налогами мы решили эту проблему. Вот о чем я хочу сказать, что каждый из нас так или иначе крутится, вертится, работает, старается, думает, то есть он активную позицию занимает, но как один человек. И даже при этом мы решили многие наши проблемы. И даже в цифрах, деньгах я вам показал, что это значит. А теперь, если мы все вместе, коллективно будем отстаивать свои права, будем работать над своим будущим, будем выдвигать наших лучших людей куда надо, чтобы они правильно работали, ответственно работали перед нами. Потому что в 2019 году придут наши выборы. Вспомните, что мы делали? На референдуме нас было мало. Какой-то процент был, но нас было мало. На выборах 2014 года нас было мало, поэтому в основном прошли те же люди, которые были при Украине, да, во власти. А мы, крымские татары, из 1100 депутатов потеряли больше 1000. То есть у нас сейчас около 100 депутатов всего по Крыму осталось в разных местах. А было 1100 с чем-то депутатов до этого. Значит, наша активность, пассивность, антиактивность привела к тому, что мы оказались у разбитого корыта. В 2016 году мы опять голосовали. Не очень хорошо, но уже лучше голосовали. Значит, мы показываем, что народ начинает активно воспринимать свое положение в обществе. И что он старается отстаивать свои интересы путем данного ему права. Сегодня у нас предстоят выборы президента. Мы уже давно сказали, что мы будем и просим всех голосовать за Путина, потому что он начал двигать наши дела в Крыму. И не только наши, а вообще общекрымские дела. И мы видим результаты. И чтобы эти результаты до конца получились, нужно оставить этого человека у власти. Не надо давать другому, чтобы он, развернул этот корабль совсем в другую сторону. А придет время в 2019 году, мы должны будем опять выбирать все
местные власти, районные, поселковые, городские, республиканские, а они потом будут ставить исполнительную власть, то есть они будут утверждать исполнительную власть, то есть райисполком, горисполком и так далее. Если мы это не будем с вами делать, если не будем активно сегодня работать и участвовать, коллективно, не каждый сам по себе тоже хорошо, но если мы все вместе не будем, понимая друг друга, идти навстречу вот этому делу, то, ну, действительно, либо о нас будут говорить, что это народ, которого не интересует его будущее, и каждый из нас так и будет, так сказать, оставаться один на один со своими проблемами. Либо мы пойдем вперед, как полагается, и будем развиваться со всеми остальными народами на одинаковом уровне. А сегодня у нас такая возможность есть, потому что сегодня мы в России, это Российская Федерация, это федерация разных народов, нас поддерживают разные народы, о нас знают очень многие, знают и в Казани, и в Чечне, и в Тамбовской области, и в Москве, и так далее. И все, в общем-то, в той или иной степени, ну, как-то начинают по-другому смотреть на крымских татар. Во-первых, узнают, что такой народ есть все-таки, а во-вторых, начинают интересоваться и узнают, что он может двигаться по-другому. То есть это нормальный, мирный, дружелюбный, работоспособный народ. Поэтому сегодня вот я еще раз вместе со своими товарищами призываю вас к тому, чтобы вы осознали это дело. Не обязательно нам сейчас поднимать руки и говорить: да, я понял, я обязательно пойду. Ну подумайте, приведите с собой остальных, будьте активными, потому что иначе наше завтрашнее будет не таким светлым, каким бы мы его хотели видеть. Но, Мембетердем, я закончил. Может быть, у кого какие-то